Добрый день. О необходимости уже сказал Равиль Эльдарович, что действительно, во-первых, некоторое такое есть желание у самого театра выйти на другой совершенно уровень развития, уже пора, и все, внутренний коллектив к этому готов, но сейчас еще нужно подготовить зрителя. И вот я бы назвал 3 главные причины, по которым мы решили этот фестиваль сделать, провести. И я сразу хочу, потому что наверняка кто-то говорит, что это за фестиваль, какой может быть фестиваль в Буинске. Я хочу сказать, что приезжают, свое участие подтвердили, приедут 4 академических театра, 3 ведущих национальных театра и ряд русских театров региона. Кроме этого, значит, первое, что нужно сделать, это развивать аудиторию в самом Буинске. То есть, как развивать? Показывать, что театр бывает разный, показывать, что театр бывает сложный иногда, бывает легкий. И программу мы постарались составить так, чтобы спектакли, скажем так, условно, которые будут пользоваться несомненным зрительским успехом, соседствовали в программе со спектаклями, которые в первую очередь заставят зрителя подумать, пересмотреть свои отношения с театральным искусством, чтобы это было что-то новое для них. Может быть, даже таких какие-то шоковые терапии мы проводить не стали на первый раз, но какие-то действительно интересные мысли по поводу привезенных спектаклей возникнут. Кроме того, второй момент, то, что, безусловно, в России сегодня нет фестиваля, который бы объединял театры всех народов России, многонациональные театры России. К сожалению, есть фестивали тюркских народов, есть фестивали финно-угорских народов, есть фестиваль Алтан-Сарняна, который проводится в Бурятии. Это фестиваль монголоязычных народов, и еще они приглашают очень много, потому что на свете всего 4 монголоязычных народа: калмыки, буряты, монголы и население ойрата, так называемое население Маньчжурии, Западной Маньчжурии в Китае. А такого фестиваля, который объединял все национальные театры России, такого фестиваля пока нет. И вполне возможно, что Буинск как раз таки станет той площадкой, там возникнет тот стартап, необходимый для того, чтобы вот это сообщество театров возникло. Это вещь в российском уровне, в российском театральном пространстве очень актуальна. Об этом много говорят на секретариате СТД. И вот приезжает один из идеологов, один из идейных вдохновителей, активно желающих, чтобы такой фестиваль был, приезжает Борис Манджиев со своим театром из Калмыкии. И он на секретариате СТД постоянно об этом говорит. Но, очевидно, пока по ряду объективных причин в Москве, например, каким-то крупным городам такой фестиваль не нужен. А сегодня как раз-таки мы видим, если вы в курсе, может быть, вы не в курсе, что сегодня активно идет поддержка со стороны российского правительства театров малых городов с населением до 300 тысяч. И особое внимание там уделяется городам с населением менее 50 тысяч. Потому что это действительно самая такая очень важная, то завоевание, скажем так, октября советской театральной системы, которое очень жаль, которое невозможно, нельзя упустить, нельзя, чтобы это исчезло. И сейчас наконец-то стали это понимать, потому что действительно театр в городе с населением менее 50 тысяч, он не может жить вне дотационной политики города, республики, и, субъекта и федерального. Вот это вторая такая задача. И третья задача. Буинск действительно очень удачно расположен на пересечении многих дорог. И это такой действительно перекресток культур. И мы замыслили фестиваль как Буинск, встреча регионов Эдель-Урал. Это потому что основные наши, скажем так, основные наши участники. Но, конечно, со временем, если все пройдет удачно, я надеюсь, все пройдет удачно, мы будем развивать, расширять географию. Хотя вот этот все равно останется, наверное, принцип Эдель-Урал, потому что действительно, это чисто финансовыми какими-то вещами связано. Из-за Владивостока театру сложнее приехать сюда, просто по объективным причинам, к сожалению. Или там из Якутска, или откуда-то. Все равно мы будем 70% программы собирать из театров. Здесь очень интересные театры. Это один из самых бурно развивающихся в последнее время регионов, Поволжско-Уральский. И действительно, если будет такая зона, опорная точка такая в Буинске театральная,
Это будет очень важно. И не случайно поэтому мы позвали на фестиваль в качестве обсуждальщиков, в качестве тех, кто потом напишет обзоры ведущих театральных критиков России, сотрудничающих с ведущими изданиями театральными, профессиональными. Потому что это как бы... И мы очень надеемся, коллеги, на вашу поддержку, потому что это действительно, вот я прям вам готов, так сказать, руку на отсечение дать, это действительно грандиозное событие.